с вами ведущий второго выпуска Борисов Мичил и Благоен Тамара. Что ж, давайте начнем. В первой половине октября традиционно проходит неделя старшеклассников. Да, и она всегда с яркой и насыщенной программой. Посмотрим на открытие недели. Для того, чтобы помочь вам с профессиональным самоопределением, наш совет старшеклассников в течение недели проведет для вас несколько мероприятий. 13 октября старшеклассники состязались в интеллектуальной игре. Это настоящая борьба умов. Посмотрим репортаж Тамары Благининой. Всем привет, меня зовут Тамара. Сегодня в 31-й школе пройдет интеллектуальная игра с 9 по 11 классы. Где летает еж? Все. Время вышло. В каком году была открыта школа? Так, как начинается гимн школы? Первые 3-4 слова. Понравилась ли тебе интеллектуальная игра? Да, мне понравилось, было очень классно. Какой вопрос тебе больше всего понравился? Понравился вопрос, какой сейчас вопрос по счету? Как думаешь, вы заняли какое-нибудь место? Конечно, мы заняли место, мы почти все отгадали. Спасибо. Каково это быть судьей, вам понравилось? Очень понравилось, здорово. Да, было здорово оценивать ребят, и очень разные такие разносторонние идеи, вопросы, ответы были. Понравилось, в общем-то. Кто создал викторину и придумывал эти вопросы? Вопросы придумали мы всем классом, а викторина уже давно существует такого вида. Спасибо. Учащиеся 9 классов 14 октября были торжественно посвящены в старшеклассники. Теперь после принятия клятвы они могут гордо нести это звание. С актового зала наш корреспондент Аня Федорова. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас мы находимся в посвящении старшеклассников для 9 классов. Расскажите о своем классе, о своих увлечениях, в общем, обо всем, что посчитаете нужным. Класс активно участвует во всех проводимых мероприятиях школы. Мы очень часто посещаем какие-нибудь музеи, ходим в какие-нибудь, ходим куда-нибудь, в кино, все такое. Одним словом, мы очень активный класс. В классе нашем доброта к нам пришла и не ушла. Вместе в спорте и везде не отстанем мы нигде. Дружные, активные и по жизни позитивные. Стесняемся, краснеем, запинаемся. Стоим, дрожим на ровном месте. Один лишь плюс, что все мы вместе. Нас 31, все учимся в школе 31. Однако часто так бывает, что лень все же побеждает, но если управа и налень, такой вот кожаный ремень. Клянемся сохранять школу в чистоте и порядке. Клянемся! Несмотря ни на что, клянемся носить школьную форму. Клянемся! И, наконец, клянемся выполнять все вышеперечисленное постоянно и беспрекословно. Клянемся, клянемся, клянемся! И всем старшеклассникам троекратное ура! Как вам понравилось мероприятие? Да, очень. Вообще четкое мероприятие было. Вы уже чувствуете себя старшеклассниками? Да, конечно. Да, давно уже чувствую себя старшеклассником, еще с 1 сентября. А что вы пожелали бы своим сверстникам? Я бы пожелал хорошо, во-первых, сдать ОГЭ, и чтобы учились хорошо на одни пятерки, потому что сейчас это очень важно и очень нужно. Удачи! Все, спасибо.
А последний день недели, 15 октября, был объявлен Днем самоуправления. Все уроки всех учителей заменялись нашими старшеклассниками. Более 70 учащихся заняли место учителя. Этот ответственный день осветили наши корреспонденты Лера, Милена, Тамара, Настя, Люба и Даша. Всем привет! Сегодня в 31-й школе проходит День самоуправления. В этот день ученики с 9 по 11 классы проводят уроки у остальных учеников. Единица будет 2. 2 делим на 2 будет 1. А здесь... Привет, как тебя зовут, из какого ты класса? Здравствуйте, меня зовут Владислав Петров, я из 9 Б класса, буду вести информатику. А тебе понравилось вести уроки? Да, очень. Хотел ли бы ты в будущем стать учителем? Думаю, нет. Сложно. Спасибо. 20, 30, 40. 144. Еще раз? 144. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Морозова Ксения, я ученица 11 Б класса. Вы ведете ОБЖ? Нет, я веду алгебру, математику. Хорошо. Нравится ли вам учить учеников? Да, мне понравилось в этот раз. Хотите ли вы в будущем стать учителем? Нет, мне хватило. А как вы к ним относитесь? Даете им расслабиться или наоборот крепко держите? В тонусе. Все. С двумя Л, Лоза. Ну давай начнем с тебя. Ты сейчас читаешь, и кто когда получает 1 балл. Fairly assured and shows. Молодец, хорошо. Все. Кто худой? Девочка, мальчик. Молодцы, решаем. Делаем. Ну, сегодня день прикольный. Хорошо все провели вроде как. Как? Да, понравилось проводить уроки. А вообще нравится профессия учителя? Ну, конечно, это смешно. Там сидишь с детьми, работаешь. Кайф. Вот так вот. Спасибо. Все, спасибо. Следующая неделя детского общественного объединения «Новая волна». Объединение охватывает школьников с 5 по 8 класс. И в начале недели, 19 октября, проводилось соревнование по волейболу среди 8-классников. Из спортзала наш корреспондент Аня Федорова. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас мы находимся на чемпионате для 8 классов по волейболу. Сегодня удалось стать жюри. Вам понравилось быть жюри? Конечно. Конечно. А как вам кажется, какой класс играл лучше всех? Конечно, вы, они же первые зовут. Конечно, вы. И вы за них болели? Я Синпень. Я болел за всех. Все, спасибо. Вы сегодня выиграли. Каково это? Ну, очень радостно и, не знаю, хорошо. Это очень круто, это было очень тяжело. Мы все боялись очень. Мы думали, что мы проиграем 8 Д, но мы смогли. Мы мощь. А вы устали? Немножко нет. Естественно, устали, потому что это было очень потно. Мы все боялись, как бы за нас болели, но мы смогли. А какой самый мощный класс был, по вашему мнению? 8 Д. 8 Д. Вечером 20 октября для всех семиклассников была проведена станционная игра «Мы будущего звено». Все станции посвящены направлениям, по которым работает ДО «Новая волна». Где-то командам нужно было отвечать на вопросы из викторины, где-то показывать свои лидерские способности. А где-то составлять фигуры из самих себя. С места событий Аня Федорова. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас мы находимся на станции «Мы будущего звено» для 7 классов. Справиться за 7 минут. Вы можете придумать всем классам сердечко там, все в этом роде.
сделать треугольник. Как тебе понравилась игра? Да. А какая самая интересная станция, по твоему мнению? Там, где вопросы задавали. А какая самая сложная? Там, где надо было сделать фигуру из рук или людей. А тебе понравилась игра? Ну да. А там была станция, где надо было отвечать на вопросы про школу. Ты ответил на них правильно? На некоторые, да. А есть неправильные ответы? Да, очень много. А какая станция тебе понравилась? Где надо дуть кораблики. Она же самая сложная, по моему мнению. Ну да, но было смешно. Вот мне сказали, что ты самый популярный в школе. Это правда? Да. Так, тебе понравилась квест-игра? Да, конечно. А какая самая сложная станция? Самое сложное было там, где кораблики. А ты смог донести до выхода? Да. А вы были вожатыми и на станциях. Вам понравилось? Да, мне очень понравилось. Мне понравилось все на свете. Мне тоже все понравилось, но все дети говорили то, что самая сложная станция, это была моя, она была спортивная, но все в основном справились, потому что мы их сплотили и накричали, что 7 баллы, и поэтому у них все получилось. А каково тебе было, когда дети не могли сделать фигурки? Мне было очень легко, но им было сложно. Какой самый классный класс был, по твоему мнению? Самый классный, классное фото было это у 7 В. Там было всего лишь 6 девочек, они придумали оригинальный цветочек и сфоткались. Все круто. Спасибо. Первую школу. Было как всегда круто, это проводится каждый год, по-моему. Это круто, мне это нравится, потому что мы пропустили где-то один урок. Это круто. А тебе понравилась игра сама? Да, мне кажется, это очень интересно узнавать про свою школу, когда этого никто не знает. Собственно, да. А если бы ты сама участвовала, ты бы могла бы ответить на все вопросы? Да. Все, спасибо. 21 октября 6 классы приняли участие в интеллектуальной игре. Репортаж с актового зала Леры Ворошиловой и Даши Осекритовой. Всем привет! Сегодня проходит игра для 6 классов «Я интеллектуал». Как называется полный оборот Земли вокруг своей оси? Это вопрос всего будет 40. И также первый вопрос. Назовите самый маленький океан. Сколько секунд подумаем, кстати. Все. Итак, адрес школы. Все хором сказали. 34. А какой тебе вопрос в сегодняшней викторине понравился? Это самое наименьшее натуральное число. И какое же это число? 1. Понравилось ли вам проводить игру? Да, мне очень понравилось быть жюри. Но это сложно, потому что несут ответы, и это надо все быстро заполнить. Вопросы были очень легкие, конечно, все суетились, что давали 10 секунд, очень мало, но все справились, мне кажется, так как ответы были очень легкие. Спасибо. Вчерашние учащиеся начальной школы теперь уже в среднем звене. 22 октября состоялось посвящение пятиклассники, к которому ребята готовились почти 2 месяца. Как все прошло, узнаем у Ани Федоровой. Всем привет, меня зовут Аня. Сейчас мы посмотрим, как пройдет посвящение для пятиклассников. Теперь точно не заблудимся. Во дворе, что поиграли, пацаны намекали. Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Теперь вы настоящие пятиклассники. Вам понравилось мероприятие? Да. Вам было сложно выступать на сцене? Нет. Что бы вы хотели пожелать своим сверстникам? Удачи. Оценок хороших. Удачи там. Счастья, здоровья. Чтобы наш класс хорошо по-русскому учился. Да, это очень важное пожелание.
Вам нравится то, что вы уже пятиклассники, уже почти старшеклассники? Здравствуйте, с вами рубрика «Города школы» и я ее ведущая Ворошова Валерия. Сегодня мы побеседуем с учеником 11 А класса Савиновым Тамирваном. Расскажи о себе. Мне 16 лет. Мне нравится рисовать. Ты любишь рисовать? Ты ходил в художественную школу? В художественную школу я не ходил. Сам учусь, смотря видео. Анатомию сам изучал. Я знаю, что в сентябре проходила твоя персональная выставка твоих рисунков. Расскажи о этой выставке, что там показывал? Ну, я там показывал свои рисунки, которые нарисовал в этом и в прошлом году. Вот это вот, да, графика. Расскажи о этом рисунке. Вот этот рисунок, то образ моей мамы. Я вдохновился ею и нарисовал. Черная гелевая ручка и тушь. А чем лучше? Тушью и гелевыми ручками или гуашью? Гуашью все-таки. Придавать тени намного проще, я думаю. Как много времени это занимает? Ну, в основном в неделю или 2 недели. Ну, это на формате А3. А на формате А4 где-то 2-3 дня. Ну, сперва я вдохновляюсь, потом я делаю эскиз, наброски. Ну, потом начинаю по-маленькому рисовать. Чем ты занимаешься помимо рисования? Я занимаюсь танцами. Вот, в прошлом году я записался в школе якутские народные танцы. А сейчас, 3-й год, я занимаюсь танцами, вот современные танцы. Там я хожу к Digit Project, так называется группа. Скажи напутствие людям, которые, может быть, хотят рисовать или танцевать, как ты. Ну, во-первых, это желание, конечно. Если хотите, то должны добиваться. Мы сегодня познакомились с Тамирваном, очень креативным человеком. И на этом наша рубрика заканчивается. Спасибо за внимание. Добрый день! Сегодня рубрика «Занимательные эксперименты». Сегодня я его ведущий Мичель Борисов. Будем экспериментировать с силой реакции. Нам понадобятся шарики, ножницы, скотч, пластмассовая труба, нить и некоторые приборы, чтобы держать нить. Шарик в трубе. Потом запустим. Поехали. С помощью этого мы можем отправлять письма, послания и что-нибудь еще. Можно делать веревку подлиннее, куда-то привязать и отправлять через дома. Здравствуйте, с вами рубрика «Полезные советы» и ее ведущая Макарова Милена. Часто случается, что вы можете везде опаздывать или ничего не успевать, но вот вам несколько советов, как устроить свое время или по-другому тайм-менеджмент. Как планировать время? Так, секреты. Во-первых, нужно всегда высыпаться. Человек для здорового образа жизни должен спать по 7-8 часов в сутки. Это так. Правильное питание. Вы должны есть не только то, что вкусно, но и только то, что полезно. Третье. Заниматься спортом. Уже давно доказано то, что, например, вот легкая атлетика, она ускоряет метаболизм, из-за нее мышление становится быстрее, и просто человек становится здоровее, и он лучше учится, это уже проверено. Список дел. Всегда планируйте свое время. То есть вы можете записать, во сколько начинается, до скольки и сколько это, и насколько это уйдет времени. Чтобы все планировать, не нагружайте себя тем, что вы не успеете, и делайте в пределах своих сил. Несколько советов. Например, если вы не успеваете утром покушать, можно делать просто
прекрасный смузи. Положите вечером в пакет ягоды, там фрукты, что вам вообще нравится, хоть овощи, и положите в морозильник. На утро просто промельчите его блендером, и вот вам полезный и вкусный завтрак. Чтобы ничего не забыть, сделайте таблицу. Например, когда вы будете выходить, тут будет висеть таблица, и там будет записано ключи, рюкзак, кошелек и сменка. И собирайте рюкзак с вечера. Сегодня мы пригласили людей, которые везде и всегда успевают. Я просто поражаюсь их пунктуальности. И сегодня они дадут вам несколько советов. Чтобы все успевать и правильно распорядиться своим временем, мне кажется, самое действенное – это написать план работы на свой день. Тогда, придерживаясь плана и только придерживаясь плана, ты будешь все успевать. Удачи и успехов! Планировать свой день вам нужно уже с вечера. У меня все получается спонтанно, и поэтому я успеваю все сделать за сутки. Почему я успеваю все? Потому что я откладываю второстепенные дела на потом, и самые главные дела быстренько делаю за день. И поэтому меньше сидите за компьютерами ночью, чтобы днем все успевать. Это все были наши советы. С вами была рубрика «Полезные советы». Наш выпуск подходит к концу. Последний месяц осени выдался очень насыщенным. И не говори, столько крупных мероприятий за такой короткий срок. Это по-нашему. Пожелаем нашим зрителям также успевать много за немного. До встречи в следующем выпуске. До встречи. Всем приятных скорых каникул. И не забывайте ставить пальцы вверх, репостить наше видео. И, конечно же, подписываться на наш канал. Смотрите, вот сюда камера вот здесь. Ах, теперь можно нам отдохнуть. О, конечно. Я высплюсь хотя. Быть учителем очень трудно. Очень. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Даша. А вы репортер? Да. Очень приятно, я тоже. Да. Прям потанцевать бы. Меня зовут Сафронов Павел Николаевич. Даша. Тебе понравилось бегать по коридору и звонить? Это было незабываемо. Это как второй день рождения. Давайте посмотрим. Нужно уже с вечера, потому что с утра вы не успеете, да? О, Господи, как сложно. Давай пожелаем нашим зрителям оставаться... И не говори. Столько крупных мероприятий за такой срок. Все в интеллектуальной игре. Вы участник? Да, нет, не знаю. Чё? Нет. Сейчас будет мясо. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling